Благодаря работе Ассоциации депутатов столицы начал свою работу детский сад «Звездочка», практически единственный государственный садик для детей с ограниченными возможностями здоровья. Детский сад рассчитан на 240 мест. Построен в рамках реализации национального проекта «Демография» в 203-м микрорайоне города Якутска. Здание детского сада было принято в январе 2020 года, но из-за недостатков в ходе строительных работ, выявленных Роспотребнадзором и Госпожнадзором, сад не функционировал. Решение о том, что он будет особенным, пришло уже, когда садик был на стадии строительства. Этим обусловлено то, что немножко затянули сроки сдачи этого садика, так как требования к таким, естественно, дошкольным образовательным учреждениям особенные, как и сами ребятишки. Но сегодня, в эти дни, он гостеприимно распахнул свои двери, и родители, ребята с радостью будут посещать его. Большое преимущество данного садика, что у него есть большие перспективы для развития. Как мы знаем, на детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата очень хорошо воздействуют 3 уровня реабилитации. Как нам сказали специалисты, это земля, воздух и вода. Мы очень надеемся, что в перспективе этот садик обретет небольшой бассейн, где можно будет детей реабилитировать, заниматься, улучшать результаты лечения, мероприятий, которые направлены на их здоровье. Поэтому у садика есть хороший потенциал. Новое здание детского сада «Звездочка» имеет общую площадь свыше 3000 квадратных метров. Здесь есть физкультурные и музыкальные залы, компьютерный класс, кабинеты психолога и логопеда, медицинский кабинет. Мы сейчас с вами находимся в зале адаптивной физической культуры. Этот зал мы ждали очень-очень долго. Скажу, почему мы его так ждали, потому что у нас появился наш паук, предназначен для детей с опорно-двигательным аппаратом, также для детей с ДЦП. Работа с мышцами, работа именно идет со своим весом. Он работает сначала со своим весом на подвешенном уровне. То есть это может быть как и целиком ребенка, так и только за пояс. За поясничное дело только можно его. И путем у нас висят утяжелители разного, 4 килограмма, 6, 8, 10, но 10 это уже слишком, но все утяжелители можно регулировать. Можно сделать 0,5 килограмм. У нас будет, например, мы будем работать только с килограммом и 2 килограмма максимум. У нас появилась сова для детей с аутистов и с расстройством, Также у нас для детей с ДЦП появился такой луноход. Ребенок помещается сюда, все регулируется, все можно сделать под его рост и тем самым осуществлять ходьбу. В этом зале занимаются только специалисты, то есть это иду я, психолог, дефектолог. Также может прийти и логопед в сенсорную комнату, провести свое занятие. На сове может работать также и логопед, также может дефектолог и психолог, например. На пауке работаю только я, потому что это специальное оборудование, которое подстроено только для детей с ДЦП, например. У нас один ребенок, с диагнозом ДЦП, но, к сожалению, он уехал в связи с тем, что родители поменяли прописку, и, получается, место работы, и, к сожалению, он уехал. Но за 4 года мы уже научились стоять на ножках. И этот решающий 4-й год должен был, по идее, стать этап ходьбы самостоятельной. В детском саду будут работать 12 групп, в том числе для малышей до 3 лет, а также инклюзивные группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. У нас есть обычные, то, что называется общеобразовательными группами, то, что есть во всех детских садах, это у нас называется инклюзивная группа. В этих группах посещает только 5 детей с ОВЗ, и для того, чтобы посещать такие группы, ребенку нужно обладать определенным спектром навыков. Далее у нас идут группы компенсирующие, комбинирующие направленности, это тоже на полный день, но в таких группах находятся дети только с ОВЗ или с инвалидностью, 15 детей в группе, с 7:30 до 19:30. Дальше у нас идут группы
группы кратковременного пребывания, тоже детей уже 10, и они будут функционировать с 8 утра до часу дня. И есть группы для деток, которые у нас еще ни разу никуда не посещали, и им тяжело сразу войти в детский сад. Это группы с 2 дня до 17:30 приблизительно. В группу приходит ребенок вместе с родителем. На группе не стоит воспитателя. Его встречают только специалисты. Это педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель и специалист адаптивной физической культуры. У нас, например, не лечебная физическая культура, у нас адаптивная физическая культура, у нас психологическое сопровождение, у нас дефектологическое сопровождение, логопедическое сопровождение. Но при всем при этом у нас все равно будет педиатр, невролог и будет ортопед. Также будут здесь различные старшая медсестра и просто медсестра. То есть это больше будет как рекомендательная работа для нас. В каждой группе предусмотрены просторные игровые зоны, вход оборудован пандусами, а на прилегающей территории детского сада расположены игровые площадки. Мы очень рады, что сад открылся, что наконец дети пойдут, будут получать специализированную помощь специалистов. Это очень большой плюс для наших детей. Безусловно, мы очень рады. Сколько ждали, когда садик откроется? Целый год. Целый год? Да, чуть-чуть. Год и сколько-то месяцев, 3 месяца, по-моему. Ну, пожелание быть добрее друг другу, быть терпимее друг другу, понимать, что у нас открылся новый садик, и дети друг друга только узнают, и, конечно же, быть открытыми к общению. Детский эксклюзивный садик «Звездочка» ждет своих детей и родителей. В течение всего учебного года у нас происходит набор в наше образовательное учреждение. Набор происходит у нас и либо через мэрию вы стоите в общую очередь, либо если ребенок имеет статус ОВЗ или ребенок инвалид, он может сам, родитель, подойти, обратиться к нам, либо по номеру телефона 44 90 26 и записаться на психолого-педагогический консилиум. Данный консилиум собирается, приходит родитель или законный представитель вместе со своим ребенком. И совместно со специалистами у нас проходит диагностика и собираем анамнез, общую информацию о ребенке. Вследствие мы определяем, какой наиболее из принципа здоровья подходящий режим пребывания ребенка в ДОУ будет. Если родитель соглашается с нами и считает, что это будет полезно для его ребенка, мы даем визу с тем, что мы принимаем ребенка в детский сад в определенную группу. То есть фактически места в группах некоторых у нас подфамильно. То есть мы сначала зачисляем ребенка, потом ему дается путевка. Он идет с этой визой в дошкольный отдел города Якутска. Там он прикрепляет эту визу и минимальный набор документов, которые мы предоставляем также список на данном консилиуме. И с этим списком дошкольный отдел выдает уже путевку непосредственно сразу нам. Как только получаем мы путевку, мы звоним родителю о том, что путевка получена, и родитель уже, отрабатывая с нами, приносит полный перечень документов для поступления в дошкольное учреждение. Полный перечень документов можно посмотреть на нашем сайте, записаться можно через наш сайт, или, как я уже сказала, по номеру телефона 44 90 26. Если, например, у человека, он приехал с района, и у него здесь есть договор о том, что он арендует жилье и сейчас является здесь на проживании, он может прийти к нам, мы этот запрос отрабатываем с дошкольным отделом, и такое у вас поступление возможно.